Ну, выставка, естественно, она подготовлена с негативов. Да? Айсен Дмитриевич был очень аккуратным и щепетильным к своему фотонаследию. Он все негативы сохранил, в очень хорошем состоянии находятся. Но не везде, конечно, они аннотированы, да? У некоторых нет атрибуций, конечно, была определенная сложность, чтобы определить, где какое здание, в каком году это, допустим, это один кадр сфотографирован. Но фотофонд Айсена Дмитриевича, он просто огромен. То есть все пленки, то есть это практически начиная с конца 60-х годов, буквально до 90-х, до 92-го, где-то 91-го года это прослеживаются негативы. Негативы 36-миллиметровые, 6х6 есть и 6х12 есть. То есть использование 3 камер всегда. То есть больше для репортажных съемок, я так понимаю, он все-таки работал на 36-миллиметровую пленку. Это то, что касается посещения музеев, потому что очень много таких вот фотографий, кадров имеется в виду, как раз они посвященные, собственно, моменту становления Чертковского музея, музея дружбы. Вот они сделаны на 34-метровой пленке. А основные вот то, что мы сейчас видим вот на этой выставке, они сделаны уже с негативов 6х6. То есть это уже достаточно, был подход совершенно другой. То есть это уже не репортажные съемки, то есть это кадры, которые были сделаны специально для выставок. То есть, судя по его автобиографиям, да, он это готовил именно для передвижных фотовыставок. То есть огромное количество есть материалов, связанных с якутской културой, это материальная культура. Это чорон, это кумысная посуда, это инструменты столяров, плотников, кузнецов. Ну, и также очень много, собственно, объектов культурного наследия. То есть, опять же, он в 70-е, 80-е годы активно участвовал в экспедициях Анатолия Игнатьевича Гоголева, Алексеева Анатолия Николаевича. И достаточно, вот то, что вот там они когда искали, то есть это древние тёхи, так называемые, да, это объекты культурного наследия, архитектурные объекты очень много. То есть все, когда стояли еще на родных местах, сейчас, к сожалению, таких уже мы не можем увидеть. Очень много у нас съемок, посвященных именно тем гостям, которые приезжали в свое время и в Чертковь, и в Дружбу. То есть это групповые съемки, они сами по себе очень интересны, потому что тех людей, которые мы там видим, наше поколение уже практически не знает. Поэтому работы у нас очень много, мы должны это все идентифицировать и аннотировать, атрибутировать. Поэтому надеемся, что будущий год, как раз будущий год будет, мы хотим вот в нашем отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, мы внутренне объявим его годом Айсена Дайду. И в первую очередь займемся его фотонаследием. Спасибо. В каком году вышло? В 89-м году, видишь, фирма «Мелодия» выпустила. Ну, может, погромче сделай. Вроде бы этот, да? Все думают, что это Элвис Пресли поет. Да. Но это не Элвис Пресли. Это его песня. Когда я читала вот его интервью, изучала жизнь его друзей, к сожалению, их нет, он по ним очень скучал. Вот, художники Юрий Ватюков, Борис Васильев, Нургун Местников, Виктор Савин и другие. Все эти имена и родителей, и родословных, вот, перечисленных его друзей мы тоже
изучали, нам они знакомы, и как говорится, скажи мне, кто твой друг, вот поговорку-то все помните, да? И когда вот систематизировали документы, сценарии, приведенные дочкой Марией, я для себя открыла еще одного героя своих статей, Алексея Евгеньевича Щербакова. И действительно надо всем дружно поблагодарить, потому что она вот участвовала, организовала этот сегодняшний вечер памяти. Спасибо, Алексея Семеновна. Да, Айсен Дмитриевич, Аисене, мне кажется, сегодня очень важная дата, вечер памяти. И Айсен был человек такого возрожденческого типа, я бы сказал. Он оставил след во всех творческих сферах вот нашей Якутии, начиная от литературы, кино, заканчивая музеем Ленина. И, то есть, мне кажется, сегодня мы вспомним все эти его работы, его деятельность. И я с ним он для меня это человек 90-х годов, годы гласности, перестройки, конец 80-х и 90-е годы. Он был совершенно такой человек молодой для нас, для тех, кто вот пришел тогда в журналистику, литературу, культуру. Это был удивительный человек, который сохранил вот молодость души, шестидесятник. И то, что вот стиляга, весь этот, вот наша история нашей страны, именно такой неофициальной, в том числе все это было с ним. И он был в то же время человек, который представлял вот эту культуру, традицию Дмитрия Кононовича и всех вот, старшее поколение. И он очень любил свою сестру Люцию Дмитриевну. И он нас познакомил, Люцией Дмитриевной, Эдуардом Йосифовичем. И это было для нас тоже своего рода какое-то открытие для тех, кто вот тогда собирался вокруг журнала «Илин», и в группе «Белая лошадь». И Айсен, конечно, очень много сделал для того, чтобы вот 90-е они стали не просто вот как бы новым шагом, а в то же время вот продолжить ту традицию, которая была в якутской культуре. Поэтому я хочу первым дать слово Люции Дмитриевне. Люция Дмитриевна, пожалуйста. Сегодня так интересно раскрыли об Айсене. Мне очень приятно слышать. И осветили все стороны, в основном все стороны таланта и некоторые обстоятельства нашей семьи, нашей жизни. Но сегодня такой день, сегодня год, как не стало Айсена с нами. Я его помню, как только я себя помню, Айсен был рядом со мной, мой единственный, старший, единоутробный брат. Моих младенческих, детских, молодых и до последних лет. Айсен унаследовал многосторонность от своего отца. Он унаследовал черты его характера. Он был очень внешне похож. В последние годы он интонации, вот как он разговаривал, строил логику своих выступлений. И вот в пьесах многих смотришь, я всегда удивлялась, когда читала его первые пьесы, думаю, что там, сколько вокруг пьес все пишут. И вот когда читала, все-таки вот у него вот этот сюжет, хотя там в начале, как-то вот этот сюжет он все-таки заканчивал. У него эта работа всегда была законченной, и сюжет был закручен.
И вот я думаю, вот это тоже от нашего отца. Ну, вы представляете, что наша с Айсеном жизнь детская, вот, сестринская, братская, ну, мы выросли в таком семье необычного человека. Эта жизнь была перенасыщенная, событийная, она очень сложная. И внутри этого находились мы с ним. Как-то все шло параллельно. Иногда казалось, что вообще как будто бы это мы где-то... Мне казалось, что где-то мы театральных кулис и постоянно вот среди будущих его экспонатов на Лагерной 4 множество прекрасных вещей, библиотека прекрасная. Это все, конечно, развивало нас. Ну, Айсен был очень обожаемым ребенком, он был лелеемым, потому что он с малых лет уже проявлялась его неординарность, его талант, потому что, вы говорили, в 3 года. Мама мне рассказывала, нам рассказывала, в 3 года, даже до 3 лет мы жили где-то до 4, а я чуть-чуть около 2 лет, мы жили в Жиганске, мама там учительствовала. Мама рассказывала, что в те годы, оказывается, это 44-й год, но поголовное заучивание гимна Советского Союза. И учителя просили мою маму, чтобы она приводила его в школу, потому что он четче всех и правильнее вот знал вот эту мелодию. Гимн Советского Союза, они все хором разучивали. И вот его прямо был он участником в этом возрасте. Поэтому... Мы с Олегом сегодня 2 вице-президента Академии духовности. Действительно очень довольны, что Айсен Дмитриевич был почетным членом Академии духовности Республики. Во 2-м поколении. В 1-м поколении сам Суворов, один из создателей и организаторов Академии духовности. И что мы на днях приняли членом-корреспондентом Академии духовности Илью Эдуардовича. Потому что мы считаем, что вот эта преемственность, приверженность к семейным ценностям, вот принцип Академии духовности. Потому что там был членом сын Башарина Георгия Прокопьевича, дочь Платона Аюнского. И вот Илья в 3-м поколении наш член. Вот вы представляете, как дальше будет? Я думаю, что Академия духовности будет иметь очень большое будущее. И мы как раз наблюдаем на то, что нашими терелями станут цвет нашей якутской интеллигенции. Мы на этом надеемся. О Айсене Дайдуе, конечно, я давно знаю. Со дня, как только я начал писательскую деятельность, и я, конечно, попал в очень такой теплый писательский круг. Конечно, меня это слегка угнетало излишним вниманием аксакалов. Они все на меня смотрели и все предполагали каждый свое. Сорно Моллан говорит, после
первой книге Чингисхана говорит, ты говоришь, давай, приостанови это дело, это очень тяжелое дело, ты здоровье потеряешь, поэтому давай, говорит, есть тема, когда предки якутов стали христианами еще в Китае. И, конечно, это такое заманчивое предложение, но для меня это, конечно, невозможное. Айсен был изначально человеком раскованным, даже излишне раскованным для своего времени. И ему всегда было тесно в любом кругу, в котором он жил. Он поэтому... И вообще удивительно то, что Айсен очень сохранил чувство молодости. Он очень всегда был, восприятие его было всегда свежо, неожиданно. Вот это ему приносило, конечно, много сторонников с одной стороны, но с другой стороны излишняя вот какая-то его напористость тоже ему приносили какие-то, наверное, какие-то недопонимания. Но он был, как Люция Дмитриевна сказала, очень упорен. Он до конца реализовывал начатое дело, и все-таки я считаю, что он состоялся как художник, как писатель, как личность. Показательства всегда спорили. Ну, Айсен-то он в принципе, быстро отходил, и уже как бы дальше все было безоблачно до следующего конфликта. Ну, когда, значит, я узнал, что он художник, он, значит, какой-то из приставов говорит, давайте я свою работу тоже выставлю и принес свою работу. У него все работы были, кстати, такие современные, я бы сказал. Типа в одном долине, ну что-то такое. У него там наркоман какой-то был. Вверх головой он стоял почему-то. Ну, такая сильная работа, кстати. Потом в дальнейшем он участвовал там. У нас была выставка, то есть обнаженная. И вот он принес своих обнаженных. И там стали возникать эти, ну вот, кто там главные в выставочном зале. Это было в университете, студентки не поймут там, что-то такое. Но тем не менее там одну-две работы мы убрали, остальные все выставили. Удивительное явление в нашей жизни. Я вот сейчас виртуально хочу попросить представить, что у нас чистого холодного шампанского, да? Ага. Вот такие стихи. Ага. Стихи, ну, звучат они примерно так. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль-буль-буль, на советское, на шампанское. Это были стихи Толи Швецова. Яна потом, наверное, там он жив сейчас. Это был первый, наверное, а может и на сегодняшний момент, единственный в Якутии поэт-дадаист, авангардист. Стихи мысли были непонятные, стихи были строки, были тоже непонятные. И это был друг Айсена. Айсен очень за него переживал. По-моему, Толя Швецов, ну, мягко говоря, он был такой социально неадаптированный. И последние годы, вот на
насколько я помню, он, по-моему, находился в Алюпинском психоневрологическом диспансере. По-моему, Олег Сидоров с ним переписывался. Сейчас я не знаю, что с ним сталось. Но вообще он удивительный был человек, Толя Швецов. Я с ним общалась, я делала с ним даже какие-то сюжеты. И вот это вот белая лошадь. И я сейчас очень хочу... Она разделена на такие киноэпизоды. И вот один из эпизодов. Это красное время. Ну, просто вот очень хочется. У меня всегда наворачиваются слезы, когда я это читаю. Отличный эпизод, прекрасные кадры. Мы кантуемся в комнате номер 93 в стойле белых лапшапок. В 93-й комнате мы встречаемся, спорим, сердимся, миримся, договариваемся. Хорошо, когда ты не один. Можно почитать стихи, высказаться откровенно о Горбе, о Горбачеве и Лукьянове, облить кипятком портократов, можно и материться, но только тихо, без грубостей. Ну, вот такая была атмосфера, да, вот в 93-й комнате, это был дом печати. И вот еще вот один из таких эпизодов, да, от которых, ну, у меня, можно сказать, всегда наворачиваются слезы, это последний эпизод его киноповести «Небесные охламоны». Айсен стоит на остановке, и вот ему кажется, что в автобус входят друзья его юности, и он их перечисляет. И мне кажется, ну там очень много имен, и вот сейчас вот к этой такой веселой, бесшабашной толпе его ровесников прибавились и белолошадники. Сейчас ведь многих нет, иных уж нет, а те далече. Люди были талантливые, симпатичные. Я с ними делала передачу, отношения складывались не всегда очень гладко. И у меня поэты, сами знаете, не всегда они бывают такими белыми ангелочками с крылышками. Ну и вот заканчивается, да, вот это вот повесть «Небесные охламоны» тем, что вот эти вот солнце лошадь уносит их в небесную силу. Ага. И вот я себе представила, вот говорят, да, вот Люция правильно сказала, что душа Айсена сейчас вместе с нами, и я думаю, что вот душа его ровесников, поэтов, удивительно талантливых людей, шестидесятников, душа белолошадников, ушедших от нас, она сейчас вместе с нами. Сейчас с удивлением понимаю, что он возраста моих родителей. Мне никогда, вот с одной стороны, он казался нам безнадежно старым, да, нам 20-летним, но при этом нам никогда не казалось, что вот он старше, потому что он никогда не давил, никогда не назидал, никогда не поучал. Вот, как правильно заметили, всегда был молод, всегда был какой-то даже более молод, чем некоторые из нас. И я сейчас вспомню два безумных случая, которые произошли вот, на моей памяти, на моих практически глазах. Да. Однажды мы там почти до утра сидели у Расусовых, они жили на первом этаже, и вот после какого-то светала, и, в общем, Айсен вот в рассвет ушел на зеленый луг, в голом виде спрыгнул с балкона, просто убежал туда на зеленый луг встречать солнце. Вот в этом как-то вот была какая-то невероятная бесшабашность, которая даже вот нас удивляла. Как так можно, да? И на самом деле сейчас я понимаю, что это очень круто, такой невероятно свободный человек в 90-х годах, это просто потрясающе. Вот. Совершенно изумительные были посиделки у нас у Лены Захаровой дома на Чернышевского. Я буквально на днях проходила мимо этого дома, и такие ностальгические воспоминания. Вот там собиралась белая лошадь, и это были даже более душевные посиделки, чем в Доме печати, потому что все-таки Дом печати это там такие стены, они как-то обязывают, а у Лены там за рюмкой чая, там с какими-то пирогами. Всегда была
очень-очень душевная атмосфера, и даже такие люди, как очень странные люди, как Толя Швецов, там как-то вот становились такими обычными. И однажды у нас был вечер куртуазных манеристов там, на Чернышевского, и я помню, что мы впервые увидели Толика Швецова в белой рубашке. Но вообще надо сказать, что он был не просто странный человек, он был, по нашему выражению, как, не бомж, он где-то жил, да, но вот он выглядел как бомж, и он пришел, потому что вечер куртуазных манеристов, надо прийти в белой рубашке. Где он ее нашел, я не знаю. Вот. Я опять же соглашусь с Галей, да, что действительно Айсен вот его опекал постоянно, у него какая-то была такая невероятно добрая душа, такая очень, и он притягивал, и вот я думаю, что без Айсена Толя бы сгинул вообще, да, а тут он творил, то есть человек творил, он мало того, что писал эти свои невероятные дадаистические стихи, он еще фотографировал там лицом, там дактилоскопия там была, пальцы, да, очень оригинальные у него были фотографии. Вот Айсен его все время таскал с собой, и я думаю, что он очень продлил жизнь Толи не только вот, физическую, но и творческую тоже. Удивилась, увидев его с тросточкой. Вот Олег говорил, что он очень был молод духом, и вот когда я с ним встретилась, мы встретились в кинотеатре «Лена», я сделала интервью для газеты «Одна плюс», пригласила Людмилу Николаевну. И вот он пришел с тросточкой, и я когда-то, я как-то почувствовала, что вот он все-таки изменился, он немножко другой. Вот, мы все немножко другие. Вот, мы изменились все, но там что происходит, да? Вот, но я вот слушаю очень интересные воспоминания Белой Лошади, но всегда нужно учитывать. Мы все хорошо знали Айсена, и у него такие были, сказать, подвиги. Часто этим подвигам предшествовали посиделки очень хорошие, теплые, долгие, глубокие. И вот много что интересного происходило. Вот. И, вот Айсен был таким необычным человеком. Мы с ним говорили очень много о кино. Он говорил, мы с ним спорили о богемной жизни. Он считал, что он ведет богемную жизнь. В общем, у нас были философские разговоры о богемной жизни. православный был. Это айтагар егенин директор он бастагы вопросом деньги эн арам сорламола Аллаху бастагы егеты вот определенные директоры чеченские директоры директоры православный богословный сөз оңай градусовый оны келе бәрбігі келе жергі хамузеумырға экспонат хамуяден сағас қалтырқайға лесінесіға қалтарыян тәбінен тер баранеддағына үйретті кеймері кәдеттен көксін айна көрінербет оны кейде поскольку часовняны восстановили на болом, таким был Иисус Христос богатый. И как Лата религия встреча с номинозным, с таинственным, которое или страх внушает трансцендентную, или такой же на восток. Вот он испытал вот такое чувство, Толстой мир Христос богатый. Чехер Хейденер, вот я хайда, а и там говорит, Керлинди. Он ми богатый. Ми сахаболарның төрлерін сахалар, онна таталар, бары сахаб итагален,
Бидетен италайр жоннартени. Кыджик пекарская словаригар Висюсетон толстолбецка суруллайджар. Айытаңара вирага бихид эбилерби пыдыргылар бир тапта жарыктара этени. Айытаңара вирага ден онда хуруллар. Онда пекарская титаталар вирактахтар Росинах, Иннах, Кумелехендер, Умгулут, коллективной анаграфической словарь. Bin ondan Allah diye Ayşe'nin müderristin doğru varstahımı arasibleri duyduları var. Bulgaria'dan, Kazakhstan'dan, Mongolya'dan arasiblerimiz yine var konferansı kabarlarga stатья huveritten ilgili onlar Надежда Потаповна, которая свидание она характеризует. Центральный кинотеатр, кинотеатр, чего было дело на телеканале. Он переслышит, он такой телевизионный, научный сборник торга Киевен, российская информационная библиотека, научная библиотека, Сейчас посидела, почитала его, да, стихи и освежить в памяти. Потому что в 2008 еще далеком году вот защитила диссертацию, и как раз одна из глав была посвящена творчеству Арсена Дмитриевича. И, знаете, я подумала, что надо вот прям сесть и просто заново все пересмотреть. Почему? Потому что его творчество настолько актуально, вот именно сейчас, тогда оно было актуально, в 90-е годы, когда была смена эпох, вот эта рубежность, да, вот эта кризисность. В эпоху кризиса всегда люди пытаются разрушать что-то традиционное, говорить новым поэтическим языком, новыми формами. То есть вот это экспериментаторство, приходит авангард, вот как мы говорим, постмодернистское мироощущение. Поэтому идет обновление на всех уровнях поэтического языка, с метрикой, фоникой, графикой, да, с формой, содержанием, синтаксисом, игра слов и все прочее. То есть очень много, такого идет отход от традиционных форм, как мы понимаем. Поэтому он даже не сколько, я бы сказала, шестидесятник, сколько вот действительно поэт, который вот придерживается такой авангардной позиции, да, и, как мы называем, с таким постмодернистским мироощущением. И вот его вот эти вот интересные такие стихи в форме, значит, креста, да, вот это вот, ответ на, отклик на произведение Булгакова «Мастер». Да, мы видим там, что там отсылка идет к лунному свету, который является символом поиска истины и так далее. То есть он человек, который всегда, то есть он был в поиске, это новатор, человек-новатор. Поэтому сегодня я вот вижу, что его строки звучат по-новому, что он пишет, что человек превратился еще тогда в цифру, в номер, в индекс. Вы понимаете, а сейчас мы что видим? Да? И вот его вот эта концепция СОС, это союз одиноких сердец. А почему? Потому что человек, он обезличивается. Он сегодня, да, мы видим, что каждый все равно вот этот индивидуализм, да, вот такой вот, то, что сейчас засилие вот этой, такой, цифровизации. А это он еще в 90-е годы, Саша, человек превращается в цифру. Годовщине, и вот Маша мне дала, слайды, потом Саша Дьяконов мне передал очень большую, за что ему отдельное спасибо, да, за очень большую коллекцию. Я буду говорить, когда перелистывать, да? Пока не надо перелистывать, просто поставьте вот то, что. Вот, я начал это все сканировать, и меня настолько впечатлили фотоработы Айсена, которые он делал. Вот когда он закончил «Дикий приехал», еще черно-белые, как он снимал нашу маму, можно так включить. Вот. И я выложил в своем твиттере.
некоторые вот эти его фотоработы. Его портреты Сорма Моллана. И они настолько хорошо были сняты, что вот эти твиты набрали несколько миллионов просмотров. Люди просто, видя эти фотографии, стали их репостить и показывать друг другу, не зная ничего ни о Сорме Моллане, ни об Айсене. И они набрали миллионы просмотров. Потом меня позвали на Первый канал, и там попросили рассказать меня про Сорма Моллана. И там показали в эфире эти фотографии, которые сделаны Айсеном. Потом с Первого канала меня позвали в другие СМИ. И там, короче говоря, вот эти фотографии, давайте чуть-чуть перенесем. Вот эти фотографии, которые делал Айсен, увидели в итоге миллионы людей на сегодняшний день. То есть я хочу сказать о чем? О том, что Айсен опередил свое время. Может быть, его культурное наследие только вот предстоит, как сказать, понять. Может быть, он для вот того Якутска, в который он приехал после ВГИКа, он был, может быть, слишком прогрессивный, слишком модный, слишком стильный. У него слишком тонкое было ощущение вот этой красоты, которая вот в то время люди еще не догоняли, понимаете? Его только предстоит понять. Давайте. Да, вот таким он был, вот мама его. Да, вот мама о нем рассказала, и он очень любил фотографировать мою маму. В то время у них, да, он на ней учился, но явно влияние там итальянского кино, вот всей той эстетики вот тех времен. Вот он очень много вот таких фотографий, мы, наверное, будем их отдельно там издавать. Жизни такого замечательного, уникального человека, моего друга Айсена Дайду. Я его назвал Айс. Мы с ним немножечко так. Ну, я должен сказать, так, мы отошли от традиции вековой, когда мы должны были вначале, конечно, по традиции многовековой язычества и христианства должны были встать и помянуть память о нашем друге. С Айсеном я знаком более 80 лет. Нам было, мы дети войны. Мы лежали в детской туберкулезной больнице, в то время, значит, еще в том веке свирепствовал туберкулез детский, умирали дети и взрослые, вы это знаете, ваши мамы, бабушки уже в мире ему. Ну, мы, значит, познакомились в детской туберкулезной больнице. Значит, Айсену было уже, так, 5 лет. Я Айсена на полгода младше Айсена. Ну, мы там где-то он где-то пробовал 2 годика. Я помню 45-й год, потому что в 45-м году у нас был День Победы. Помню, по улице Дзержинского там шли машины военные, люди были. Вот, я это помню. Значит, мне было 5 лет. А потом, когда 7 лет, нас посадили за партой, чтобы мы учили азбуку. Ну, Айсен уже прекрасно читал. Вот. Я, Айсен, значит, не любил лечиться. Нас лечили паском. Есть такая таблетка белая, да? Она палочку Коха убивает, но убивает в то же время и детский желудок, органы слуха. Вот, в чем и некоторые мы и страдаем. Но Айсен выплел, он говорит, я это бросал. Ну, потом мы, значит, юношеские годы прожили. Я был на свадьбе, вот напротив библиотеки, это Пушкина, там дом, там свадьба была. Дмитрий Кунович там был, вот, молодежь, рок-н-ролл танцевали, твист, там, уги-буги, все такое, молодые были, вот. Но Дмитрий Кунович, я помню, сказал, там Леночка была его первая жена, красавица, ага. И вот это
Он говорит, два Ленина, значит, два крыла. Чтобы эти два крыла шли долго, на всю жизнь. Ну, к сожалению, значит, крылышко Леночки не такое было способно. И на одном крыле вот Айсен, значит, всю жизнь пронес свое творчество, всю прекрасную жизнь. Даник родной, в общем-то, все есть, но я вам хочу сказать именно о том, что какое фотонаследие именно оставил с точки зрения истории. Фотография осталась, именно негативов осталось огромное количество. Их, можно сказать, это километры просто. Мы их сканируем. Нам помогают, собственно, да, и семья Васильева берет часть, то, что связано с родственниками, потому что это должно быть у родственников. А то, что касается... Можно, правда? Или просто... Я не буду говорить, просто по очереди. Огромное количество очень фотонегативов, которые мы превращаем в позитивы, мы там говорим, они связаны непосредственно с историей нашей вообще республики. Надо понимать, что Айсен Дмитриевич очень сильно занимался этой историей. Он отправлял огромное количество фотовыставок. Соответственно, у нас сохранились, и у Маши сохранились, и у меня остались копии. Огромное количество документов, то есть это отчеты, сколько он сделал фотографий, для чего он сделал. Ну просто там мы, вот если так получается, на данный момент мы отсканировали только, наверное, 20% из того, что есть. Поэтому у нас вы видите на эти фотографии, а можно поменьше сделать, чтобы были изображения? Да, поменьше. Размер поменьше. В оригинале. Еще поменьше. Вот так вот. Вот в таком вот виде мы их выставляем в интернете. Алексей об этом говорил. Они действительно имеют огромный успех просто-напросто у зрителей, у наших читателей. Вот то, что даже вот такая, просто даже смотря на эти фотографии, вот даже в 70-х годах он ходил к православным людям, он это изучал, то есть человек был очень многогранный, и ему было абсолютно, да, было одинаково, то, что это мусульманин был, христианин был, тенгрианец был. Как раз мы в 2016 году вот, с Сашей Дьяконовым проходили там, обследовали эти дома, и вот, я им показывал эти дома, и какие тут под снос, что сохраняется и прочее, там, поэтому я немножко сейчас задержался из-за этого. Но вот с Айсеном Дмитриевичем я познакомился еще, у меня такие встречи были, конечно, прямо мы были такими хорошими друзьями, прям закадычными, да, а вот как-то эпизодически, временами, волнообразными, как бы сказалось. Это сперва в 70-м году. Это была у нас в городе Якутске художественная галерея ЯГУ. Так называл, да, Афанасий? Художественная галерея ЯГУ. И я любил туда ходить, потому что там всегда какие-то были картины авангардистские, там прочие, такие были нестандартные какие-то выставки. И я всегда ходил туда. Это был Афанасий, с тех пор мы дружим с ним. Мы там и работали. Ну, и ты там, я просто приходил. И там как раз была выставка Айсена на еду, как раз вот, по-моему, даже называлась она «Деревянная кружевая Якутска», что ли, где-то как-то так называлась. Вот, видите, до сих пор помню. И вот меня это очень впечатлило, я ходил и смотрел фотографии, шикарно сделанные такие фотографии, я любовался с ними, этими фотографиями, и вот с тех пор мы, с Айсеном Дмитриевичем познакомились. И я на него смотрел уже не просто как на человека, да, а просто у меня отец фотограф, я сам занимался фотографией, поэтому человек, который умеет фиксировать нашу историю, для меня это, были как сверхлюди. Я вот смотрел, таким удовольствием, запало мне глубоко. И как вот мы стали общаться, еще с Валера Бессонов был товарищ наш, мы как бы дружили. Ну и потом как-то время пошло, другие там направления, все это. И потом мы познакомились с ним еще, вот Ермолаев был Симон, он, к сожалению, ушел. Да, и как раз, а я на Кирине снимал первые фильмы, да, вот,
старая игрушка, Фанон, потом уже работая в департаменте кинематографии, мы стали там это Сайлы, снимали фильм. И Дмитрий, Асен Дайду всегда приходил к нам, и у него была идея очень большая снять фильм о Манчаре. Он даже написал сценарий подготовил. А я связывался с Балатбек Шамшиевым тогда. Он до этого приезжал, и потом я с ним очень общался. И он приехал специально в город Якутск, Балатбек Шамшиев, и мы встречались втроем и обсуждали этот сценарий фильма. Как бы его снять совместными силами, там, да, вот этот, к сожалению, этот проект не выстрелил. Наверное, если бы вот в то время, это 90-е годы уже были, да, наверное, в то время, когда поднимался республика, это все, наверное, этот фильм был, ну, сыграл бы какой-то определенный роль. К сожалению, как так получилось, что, ну, пошел проект тогда середины мира. И все финансы. Всем привет. Меня зовут Люция, я из группы Паника. Бабушкина внучка, мы с ней полные тезки. Я пишу свои песни сама, получается, все слова пишу сама. Вот. Сегодня я хочу спеть две песни. Первая называется «Сахарная вата». И вторая называется «Зима». Она про... Вот, сегодня говорили про то, что городская среда, она травмирует человека. И мне кажется, эта песня немножко тоже про это. Дмитриевича я впервые видел еще совсем юнцом, потому что моя бабушка и дедушка жили в Фотинцах, я сам вырос в селе Барагонске, и наш летний транспорт — это вечная ракета, наша, и, ну, метеор потом. Вот, каждый раз, когда едешь Фотинцем, Якутск, из Якутска, Фотинцы, ракета обязательно останавливалась на Красном реке, так называется остановка, и там всегда выходили, почти всегда выходили пожилой человек и его молодой сын. Это были, конечно, Павел Дмитрий Иванович и Айсен молодой, Айсен Дмитриевич, Айсен Дмитриевич. С рюкзаками, походной одежде. И вот, все люди, пассажиры, находящиеся в ракете, каждый раз они между собой уже шептались на ту сторону Мавлон, и это его сын. Вот я впервые еще школьником запомнил, что это писатель Сорона Мавлон и его сын. Ну, почему-то я не задумывался, почему они как раз едут на Красный Яр, да? Ну, конечно, я потом
знал, что это идея, можно сказать, поместья нашего друга Алексея. Главному герою своей необыкновенной повести, выпущенной во Франции на французском языке. Вот у меня есть даже «Au pied du vieux mulet, soutenait un vieillard, la tête inclinée, c'était Bahlai Doloma, l'oncle du garçon. Un grand laïka noir, le chien de cet homme, qui était chasseur, était couché près de feu цветами уже, вот так, немножко. Ларбр, дерево жизни, да? Ага. А я же гораздо моложе его, да? С ним, с Айсеном, всегда общался без обиняков, как с ровесником, как будто я с ним, молодым, стильным, мерил улицы Якутска 60-х и был вхож еще добротные тогда дома крепости старого города, вот, которым сейчас с любовью занимается наш уважаемый друзья Руслан и Александр, да? Да, кстати, я сайсарский морец, помню, как кто с укоризной, а кто с воздыханием глядел на стиляк в коротеньких ручках, в нашем простеньком, селеньком, но уже тогда шумном и амбициозном городе Якутске. Айсен, 90-е годы, душа нашей молодой компании в лице Олега Сидорова, Сафрона Осипова, Гоши Федотова, Кеши Петрукова, Зои Петуховой и других наших друзей был юн вместе с нами и дерзок в новых стихах, расцвел с пришедшей долгожданной свободой. Вот он как мне подарил свою солодную черную собаки Владику с уважением и надеждой о нашей свободе большой буквой он написал в 93-м году. Да? Залог. А на самом-то деле, когда мы занялись залогом, Айсен Дмитриевич, он дал название, и вкус, где мы долго думали, как он назвать этот проект. И к кому обращаться? Конечно, к Айсену Дмитриевичу. Он говорит, назовите Якутск деревянный, залог. А почему залог? А залог, потому что никто не знает. Не в России, что залог такой, да, вот, залогом, да, вот, как бы залогом было, стало залогом, да, вот. Никто нигде в России не знает. И действительно, сегодня приезжают любые туристы, кто-то еще, мы их спрашиваем, ребята, а вот мы идем в зал, а что такое зал? И мы начинаем им рассказывать, и у них открываются глаза. И, кстати, вот, есть старый город 2, и вот туристы, которые приезжают, они в старый город быстро проходят. Но в нашем старом городе 2, якутске деревянном Залоге, они часами там ходят, хотя и улицы плохие, грязь там, да, но там есть история, там дыхание истории, да, и они ходят, фотографируют там каждую связку, там эти кружева деревянные, они там фотографируют. Поэтому вот здесь, опять же, мы воплощая, а сегодня уже принято КРТ, это комплекс развития территорий, начинается уже, есть генподрядчик, уже работа пошла. Это вот опять, хочу, все знали, что это вот как раз проект залога, это как раз память о нашем друге, вашем родственнике, да, это Айсен Дмитриевич, Айсене Дайду, это память о нем. И мы должны все это сделать. И он не зря стихи говорил, мой старый город Якутск, там, вот. И вот такие стихи, там, ну, даже не стихи, наверное, это уже... как называть, не поэма там, да, ну это вообще его там. Руслан Васильевич, спасибо за такую новость. На самом деле очень важно про аплодисменты. Это важно именно в этот день, да, когда мы вспоминаем Айсена Дмитриевича. Юрий Петрович, пожалуйста. Спасибо. К большому сожалению, я встретился с Айсеном только где-то в 2019, наверное, 20-х годах. Ну, я, в принципе, и вошел в ПИК вот в этих годах, активно, значит, стал сотрудничать, а потом стал членом.
этой организации. Вот там я как раз и встретился с Арсеном Дайдо. Ну и потом уже в наших поездках в Дайдоце мы там постоянно встречались. Я часто у него ночевал, в его, значит, маленьком домике. У нас были планы по, значит, ремонту всех этих небольших, значит, построек, которые там расположены вокруг этого дома. Вот, там нужно было утеплить некоторые дома, защитить от атмосферных осадков, ну и прочее. Это мы с ним постоянно обсуждали, но, к сожалению, значит, с транспортом был напряг постоянный, и подвести, значит, стройматериал не было возможности. Нам обещал, значит, стройматериал предоставить на слег, но тоже начались пожары, и тоже так же все, значит, осталось на бумаге. Вот так вот мы с ним познакомились. Вот. Потом я стал, значит, с ним разговаривать уже на более такие, можно сказать, родственные или являемся ли мы с ним родственниками. Вот. Потому что, значит, фамилия Сипсов это является фамилией моей прабабушки. Моя прабабушка это Мария Афанасьевна Сипсова. Вот как я потом, значит, выяснил, значит, у Афанасия были, значит, несколько детей, ну, девушки, юноши. Вот. Елена это, значит, мать Анипадиса Сафронова. Мария Афанасьевна это моя прабабушка. Вот. И, значит, Григорий это прадед Арсена Дайдо.